Индийской, персидской, арабской медицине и косметологии. Я был 5 лет в Бухаре. И раньше Бухара и Самарканд был центр цивилизации. Там очень многие люди вышли оттуда, знаменитые ученые, особенно Авиценна. Авиценна, если перевести медицину, это будет помощь Авиценне. У меня клиника потомок Авиценны. И, короче, я там нашел очень много литературы по косметологии, по лечению и так далее. И благодаря знанию персидского языка я изучал эти книги. И, короче, я могу изготавливать более 25 наименований кремов, которые моментально на клеточном уровне, да, вот, войдет митохондрии, нормализует кровообращение, омолаживает, да, вот, кожа, лица, тела. А кроме этого, более 30 наименований лечебных прохладительных напитков, например, напиток. Человек одновременно принимает, утоляет жажду. Есть такие напитки, которые головную боль снимают. Есть такие напитки, которые нервную систему, да, вот, нормализуют. Есть такие напитки, у кого плохой сон, нормализует сон. Есть такие напитки, которые раздробляют камни почки и выводят организм. Просто мне нужен в последнее время, сейчас 21 век, наш технический прогресс. Нас отравляют различными геномодифицированными продуктами питательными. Да. Вот это, короче, напитками, которые на химической основе изготовлены. А у меня есть чисто натуральный, во-первых, очень приятный вкус. Быстро утоляет жажду, снимает, короче, стресс, дает хорошее настроение, дает работоспособность. Есть такие лекарственные напитки, например, из золотого корня. Да, вот. Человек утром взял, 50 грамм выпил, целый день, он, короче, вместо 4 человека может работать. Так поднимается энергия. Да, он, короче, есть такие напитки, которые нормализуют иммунную систему. Есть такие напитки, которые нормализуют давление. Вот я их изготавливаю на основе мелиса, есть такое растение. Мелиса – это стимулятор давления. Если повышенный снижает, если пониженный, он поднимает в норме. Есть еще такие напитки, которые, если человек в течение года, если принимает, седина превращается в черный, да, вот. Это растение тоже, короче, не буду скрывать, это гвоздика горная. У нас там на рынке продают, в Таджикистане. Это вот небольшая гвоздичка, да? Да, это в горах растет, его называют мухалас. А это только в Таджикистане растет? В Средней Азии растет, да. Ну, там их очень полно, вот учитель знает, это мухалас. А еще есть такие растения, да, вот, его называют салабон, синоголовка, и на таджикском языке оно называется парпи. Если из него готовят короче, настой или прохладительные напитки, он, короче, убирает бесплодие у женщин и у мужчин. Он, короче, воспалительный процесс снимает. Он, короче, излечит 100% бронхиальную астму. И кроме этого он нормализует цикл Кребса, печенки. У кого гепатоз, у кого гепатит А, Б и даже инфекционный. Да, сейчас более 100 видов гепатитов в последнее время. И выводит из организма паразитов. И дает очень хороший внешний вид. Человек оживляет, да, вот. Короче, человек сияет после него, да, вот, красотой и здоровьем. Вот, в основном вот этим занимаюсь. Я хотел найти хорошего спонсора. Есть такие люди, которые деньги есть, не знают, куда их, да, вот, короче, поставить. Я поняла, да, все нужно. Вот, надо производство уложить. Мы с учителем, да, с Таджикистана, если он один раз позвонит, что мне нужен. Оттуда вагонами отправляет, это леспромхоз, да, вот это. Там все есть практически. И кроме этого, в большом количестве это есть, особенно вот этот лакричный корень, салатковый корень и радиола розовая.
Да, радиола розовая, это же очень редкая, Да, в Красной да, книге в она Красной записана. книге. Вот на Кавказе ее запрещают срывать. Да, да. А обычно кто знает, что Да. радиола, что она и в кардиологии очень полезная Да. трава. И не только кардиология, да, оно, короче, стимулятор, да, нервной системы. Он увеличивает работоспособность человека, он увеличивает у мужчин потенции, а у женщин нормализует этот цикл климакса. Да. Менструальный цикл. И менструальный цикл Да, тогда ага, и заживляет. И особенно оно, да, для желудочно-кишечного тракта. Любой язву излечивает. Даже трофические язвы, да, вот если принимать и примочки сделать. Вы знаете, я занимаюсь трофической язвой, но я не знала, что эта трава настолько великолепная, что она может... Трофические язвы, это есть один плоди, эмблема мирабелическая. Оно растет в Индии. Его килограммами продают в Средней Азии, Душанбе и Худжанте. Его в нашем языке называют мозу. Вот это мозу, если есть ложь, да, вот. И, короче, сыпать сразу, да, короче, он отращивает этот мясо. Ага. И, короче, закроется, да, вот. Можно при сахарном диабете использовать. Любой трофический язва, не заживляющая эта язва, пролежный, да, вот. Все это излечивает. Вот это мозу, излечивает это алоэ, сок алоэ, примочки надо делать. И самое прекрасное еще это мумио, примочки тоже надо сделать. Мумио только использовать иранский, алтайский и памирский. А остальные мумио, оно, короче, индийский, например, он очень плохое качество. В Индии есть такие лекарственные растения, которые, оно как бесподобие, но мумио, это, короче, у них очень плохое. А в основном еще, вот если укроп, сушеный укроп, соленый кидает его, если обжигать какой-то металлическом пластинке, вот сыпать это его пепел, любую ранку за 2 дня заживляет. Это нужно нам, значит, семена, Весь, да, весь, и это. весь, да, Вот это Трава. трава траву, сушеный. да, сушеную. Их же на соленых бочках это Да, я кидают. знаю, да. Вот это обжигать, пепел его если сыпать, особенно при сахарном диабете не заживляется эта ранка. Ранки. Потому что не расщепляется сахар из-за этого, да, вот процесс не происходит так. А вот это именно вот это порошок этого мирабели эмбелического, это музу. Вот алоэ, мумио, примочки, да, вот. И вот это пепел укропа, да, вот. Замечательно излечивает, да, вот. И досконально, даже рубцы не останутся. Доктор Раджаб, вы сегодня, когда мы шли с